Один из ярких эпизодов первой волны сепаратизма 90-х связан с личностью Эдуарда Лимонова, настоящая фамилия которого – Савенко. Будучи российским поэтом и писателем, он был больше известен как анархист и основатель партии национал-большевиков, через которую и тиражировал в массы свои взгляды. Свои претензии Эдуард Савенко, человек с явно украинской фамилией, предъявлял не только в отношении Северного Казахстана, но и Восточной Украины. Радикально настроенный националист в советское время был диссидентом и 17 лет провел в эмиграции. Сначала в Израиле, затем в Нью-Йорке и Париже. Однако в 91-м, вернувшись уже в новую страну, Российскую Федерацию, Савенко развел бурную политическую деятельность и в 93-м создал свою ультраправую партию. Национал-большевики или нацболы были одним из самых радикальных движений России. Даже известного имперца, режиссера Никиту Михалкова, они обвиняли в недостаточной имперскости. В их листовках звучало, что он, цитирую, «друг мучителя русских в Казахстане, тирана Нурсултана Назарбаева». Конец цитаты. Мечтавший об аннексии наших северных областей, Савенко не ограничился лишь декларацией этой идеи. Для захвата чужих территорий он предпринимал вполне конкретные шаги. Так, в середине 90-х Савенко Лимонов, получив поддержку в лице тех же казаков, намеревался поднять восстание в Кокчетавской области. Тогда попытка была нейтрализована. Сепаратистов задержали казахстанские силовики. Сам Савенко и несколько его соратников были арестованы в 2001 году российскими спецслужбами. Их заключили в тюрьму по обвинению в терроризме и организации баз в Горном Алтае для вторжения в Казахстан.